В республике вступили в силу ограничительные меры, связанные с коронавирусом. Уже сегодня вход во многие заведения официально возможен только при наличии справки о вакцинации. Речь о музеях, кинотеатрах и библиотеках. Со следующей недели начнется второй этап, когда допуск будет ограничен в фитнес-центры, бассейны и не только. Подробнее о том, как заработал обновленный указ, в материале Артура Шамсудинова. Ну, я понимаю, девушка, но сегодня первый день, и никто об этом даже не предупредил. Нигде, ни в каких новостях нет. Почему мы должны сейчас... Готовы к новым ограничениям оказались далеко не все. И это несмотря на то, что сообщения об указе главы раздавались едва ли не с каждого утюга. В кинотеатрах, даже несмотря на будний день, людей заметно меньше, говорят сотрудники. Порой сеансы приходилось устраивать для единственного зрителя. Руководство одной из кинотеатральных сетей в недоумении. Мы написали в Роспотребнадзор с требованием разъяснить там по некоторым пунктам, что нам нужно сделать. В целом мы бы хотели какой-то регламент получить, какие справки мы должны требовать и как они должны выглядеть. Мы готовы вернуться к 50% или 30% посадки, но справки эти, я думаю, не будут готовы в течение даже 2 недель у большинства уфимцев. Не говоря уже там о городах и меньше Уфы, да? Вынужденные локдауны в музеях. В самом крупном национальном съемочной бригаде так и не удалось дождаться появления одной из групп, записавшихся ранее. Ну а в музее Нестерова сотрудники были вынуждены отказать в приеме туристов из другого региона, которые приехали посмотреть галерею. У посетителей не было сертификата о вакцинации. Внутреннее перемещение по России раньше не требовалось. Ну вот по музеям сейчас вышел такой указ, мы, к сожалению, не можем вас пустить. У нас вот уже все посетители, да. Закон суров, но только такими мерами можно будет убедить людей как можно скорее вакцинироваться, уверены чиновники. Прививка – единственное оружие против пандемии, говорят медики. Хотя, конечно, и сами заведения, попадающие под новый указ, тоже пострадают. Только начали выходить на допандемический уровень по посещениям, и все, опять это прекратилось. У нас же сейчас летний, как экскурсии, туризм выходного дня. На автобусах будут приводить людей из ближайших регионов, из Екатеринбурга, Челябинска, Перми, Казани. Вот такая программа запущена. И я не знаю, вот им будут объявлять о том, что без справок не пускают в музеи или нет. В республике постепенно растет число заболевших коронавирусом. Только за последние сутки, по данным Минздрава, 115 новых случаев. Все пациенты не вакцинированные, подчеркнули в ведомстве. Сегодня в регионе работает 179 пунктов вакцинации. Это как бы личное дело каждого. Я считаю, что лучше вакцинироваться, чем заболеть. Вакцинировались сами? Еще нет. Но записался. В ближайшее время буду вакцинироваться. Поэтому всем рекомендую тоже. Против вакцинации. Потому что вакцина еще не прошла все этапы испытаний, можно так сказать. Есть Конституция, есть федеральный закон, пункт 5, который говорит о том, что мы, граждане Российской Федерации, имеем право не делать прививки вообще никакие. Альтернативой справки о вакцинации может стать медицинский документ о противопоказаниях или результаты отрицательного анализа ПЦР, выданного не позднее 3 дней с момента сдачи. Нынешнее ограничение лишь один из этапов. С 29 июня действие указа также коснется сферы общественного питания при количестве 50 и более посадочных мест, санаториев, фитнес-центров, салонов красоты, бассейнов, студенческих общежитий, а также междугородних перевозок. Ограничения специально вводятся постепенно, чтобы у людей было время вакцинироваться и чтобы запрет на входе не стал для них полной неожиданностью. Артур Шамсудинов и Булат Садриев. Новости. Уфа.